Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии работает Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Работа сразу двух международных аэропортов Татарстана была ограничена. Подробнее в репортаже расскажет Алена Струминская. Нет клапана, нет газа. Мы моемся как? Мы ходим либо к соседям, либо к друзьям, либо за город уезжаем. Почему часть жителей дома по улице Светлая в Казани уже месяц остаются без голубого топлива, выяснял Рамиль Галиулян. В 17 школах Казани ученики в этом году будут обедать в новых столовых. Окна поменяли, потому что было очень холодно. Вентиляционную систему поменяли, потому что очень было душно. Как после капремонта поменялись условия питания для школьников и условия труда для поваров, расскажет Вероника Гайнудинова. Диалог и достижения. Виртуальная студия, конечно же, это мечта любого телеканала. Что в Казани изучают руководители национальных СМИ России, узнал Дмитрий Аренин. Сегодня 5,5 часов была ограничена работа международного аэропорта «Казань». 3,5 часа Бегишева. В 7 утра Росавиация ввела запрет как на прием, так и отправку самолетов в столичной воздушной гавани. Через 2 часа такие же меры приняли в аэропорту Нижнекамска. Как сообщили в федеральном ведомстве, все для обеспечения безопасности полетов. В Казани задержали свыше 20 рейсов. Лайнеры, летевшие к нам, перенаправили в Самару и Чебоксары. Рейсы из Нижнекамска в Уфу, Ижевск и Самару. Пока действовали ограничения, в зале международного аэропорта «Казань» возникли очереди. С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами. Вся эта ситуация была связана с угрозой атаки беспилотников. Дроны прилетели в соседнюю с Татарстаном Кировскую область. Это подтвердил глава региона Александр Соколов. На своем канале он сообщил, беспилотник ударил по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Это в 280 километрах от Казани. В соцсетях жители делятся кадрами момента атаки. Власти Кировской области проинформировали, жертв нет, на месте работали все профильные службы. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал от главы Татарстанского Следкома доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка после отравления шаурмой. Накануне мы рассказывали шокирующую историю из Тетюш. 11-летняя девочка умерла в ДРКБ. До этого она поела шаурму в местном кафе «Нур». Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но спасти ребенка не удалось. Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило в кафе множество нарушений. Возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по истории в Тукаевском районе. Здесь натянутый на дороге металлический трос едва не перерезал горло подростку. Мальчик спускался с горы на велосипеде, упал и напоролся на трос. У него серьезные порезы в области шеи. Родители обратились к нейрохирургам БСМП Набережных Челнов. Как сообщили в районной прокуратуре, металлический трос был установлен незаконно. Как сегодня нам рассказал папа мальчика, его состояние улучшилось. Врачи провели рентген. Томографию провели, серьезных травм нету. У него просто наружные только вот эти царапины, ссадины. Сильно там артерия не порезана, то есть такого кровотечения сильного не было. Вот из-за этих ссадин только просто у него пока, когда голову поворачивает, говорит, больно шея болит. Отключили газ и принуждают установить дополнительное оборудование в квартире. С такой проблемой к нам в редакцию обратились жители дома по улице Светлая, Казани. По их словам, уже месяц, как их оставили без газовых колонок. В результате жильцы пятиэтажки вынуждены греть воду в кастрюлях и мыться в тазиках. Управляющая компания перекрыла голубое топливо, объяснив это неисправностью дымохода и необходимостью установки приточных клапанов. Это лишь одна история из десятков в столице, и полноценного ответа от обслуживающих организаций до сих пор нет. Рамиль Галиулян разбирался, кто и за что в ответе в газовом хозяйстве. В 30-м доме по улице Светлая 8 подъездов. Газовые колонки не работают во втором. Из-за отключения голубого топлива страдают и взрослые, и дети. Вот уже месяц без газа остаются 5 квартир по стояку. Мы ходим либо к соседям, либо к друзьям, либо за город уезжаем, там в бане моемся. А так как ребенка надо мыть каждый день, мы вот кипятим чайник с банками в тазиках,
Ребенка с палатками перед сном так. Не искупать детей, не помыться самим и даже помыть посуду горячей водой. Такие простые вещи теперь недоступны, говорит Динар Мулагалиев. Живет в этом доме четверть века, но такая проблема впервые. По его словам, голубое топливо отключили из-за ремонта вентканалов на крыше. Затем газоснабжение в плитах восстановили, а колонки до сих пор отключены. Газжилсервис приходит и просит нас установить под каждое окно клапан приточки свежего воздуха, как я понимаю. Вот. И самое главное, что интересно, у нас в доме отключено 3 подъезда от газа. И в 7-м подъезде, 8-м подъезде уже многим дали газ, аргументируя тем, что у них деревянные окна. Типа у них есть форточка. Но я так понимаю, что верхнее открывание это тоже является и форточкой. Жильцы уверены, услуги по установке клапанов навязывают, ведь их наличие не отменяет правила. Включил колонку, открой форточку. Делают вот вытяжку наверху, вот эти трубы, и они говорят, что они акт не подпишут, пока мы какую-то вентиляцию не сделаем. У нас вентиляция, форточка всегда открыта, под окошком вентиляция есть. Вся естественная вытяжка, которая была запланирована проектом, она у нас существует до сих пор, все работает. В управляющей компании говорят, ремонт вентканалов идет по плану. Подрядчик «Газжилсервис». Как подчеркнули, проблемы с отключением газа в квартирах не связаны с ремонтом дома. Нарушена вентиляция и открытые окна их не решат. При открытых окнах, естественно, эффективно это. Но все открытые окна не будут же круглосуточно 24 часа в сутки держать открытыми. Поэтому он должен быть приток постоянный, не временный. Там, где есть окна не замененные, обычно деревянные, там проблем с ними нет. То есть там естественная вентиляция идет, естественный приток воздуха идет, там ничего не нарушено. А из-за того, что вот эти пластиковые окна везде устанавливаются, поэтому мера такая вынужденная. Мы обратились в Госжилинспекцию с вопросом, правомерна ли история на Светлой. Как отметили, обращение от жильцов дома к ним не поступало, но подчеркнули, вопросы соблюдения правил пользования газовым оборудованием на особом контроле. Если тяги нет, либо же она недостаточна, то газовщик обязан отключить газ. Установка приточных клапанов, да, она решит проблему, но необходимо иметь следующие факторы. То есть, какой клапан будет установлен, куда он будет установлен. У нас есть 2 варианта, то есть это либо на окно, либо же это через стену. Пока жильцы выбирают 3-й вариант – отстаивать свою правоту. Чтобы скорее разобраться в проблеме, специалисты Госжилинспекции посоветовали казанцам обратиться к ним. Тем более явление может стать массовым. Во многих многоэтажках установлены пластиковые окна без приточных клапанов. Приобретение одного обходится в среднем в 5000 рублей. Это только на одну комнату. Возможно, жителям стоит обратиться в суд и решить этот вопрос. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, Альбина Минаева и Максим Коронский. ТНВ. Казань. За полгода в МВД поступило 808 заявлений о пропаже человека. Местонахождение 85% установили в течение 10 дней. Однако до сих пор неизвестна судьба 477 человек. В этом списке и те, кого не смогли найти в предыдущие годы. По 197 случаям возбуждены уголовные дела. Причины пропажи людей самые разные. Не возвращаются домой в состоянии алкогольного опьянения, психически нездоровые, страдающие потерей памяти и попавшие в несчастные случаи. Очень часто без вести пропадают дети. В этом году полиция разыскивала 126 ребят, 87 мальчиков и 39 девочек. Большинство сбежали из детских домов, больниц и приютов. В основном розыск подростков у нас составляет 1-2 дня. Дети зачастую сами возвращаются домой. После возвращения сотрудниками устанавливаются причины их ухода. Самовольные уходы подростков из дома зачастую провоцируются ссорами с родителями из-за плохой успеваемости в школе, отказе приобретения каких-либо дорогостоящих предметов, самоутверждения во взрослой жизни. Срока для обращения в полицию с заявлением о безвестном исчезновении лица не существует. Обратиться может любой человек в любое время. Заявление подлежит регистрации независимо от давности и места исчезновения. Наличие или отсутствие сведений о месте жительства или пребывания, полных анкетных данных и фотографий, сведения об имеющихся ранее случаях безвестного исчезновения.
В поиске пропавших людей помощь МВД оказывают добровольцы. Сейчас в республике работают 6 таких организаций. В Казани волонтерский отряд «Лиза Алерт» и поисковый центр. В Набережных Челнах движение «Василиса». В Нижнекамске «След», в Елабуге «Надежда», в Менделеевске отделение Национального центра помощи пропавшим детям. Волонтеры привлекают кинологов с собаками, используют беспилотники с автоматической съемкой и средства связи для онлайн-мониторинга групп. Что касается поиска совершеннолетних, то мы получили 47 заявок на подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 43 были найденными, 2 остались пропавшими, 1 найден погибшим. Рустам Минниханов продолжает традиционные августовские поездки по городам и районам республики. Сегодня в программе «Чистополь и Нижнекамск». В городе Химиков Раис осмотрел обновленные общественные пространства и образовательные учреждения. К началу учебного года здесь капитально отремонтировали химико-технологический институт и педагогический колледж. Подробнее в репортаже Алены Струминской. Татарским танцем Рустама Минниханова встретили во второй Нижнекамской гимназии имени Бакиур Манче. В прошлом году здание капитально отремонтировали. Внутреннюю отделку выполнили в национальном стиле. Раис республики посетил учебные классы, столовую и спортзал. Шуңа күрә без тоябыз, сездә бу юнәлештә эш яхшы бара. Здесь же Рустам Минниханов в рамках акции «Помоги собраться в школу» вручил 30 первоклассникам портфели с канцтоварами. В этом учебном году их получат почти 20 тысяч татарстанских школьников. Были посажены 35, по-моему, разных видов. После гимназии Рустам Минниханов посетил бульвар, названный в честь Бакиур Манче. Местные жители называют это место сиреневым садом. Здесь высадили аллею кустарников. Благоустройство провели год назад. Установили освещение, появились велопарковки и стенды с работами известного татарского живописца. Изменения, видите, есть, изменения. Получше стало. К началу нового учебного года в городе капитально отремонтировали химико-технологический институт. Обучение здесь идет по 11 направлениям. Рустам Минниханов пообщался со студентами. Они поблагодарили Раиса за возможности, которые открывает для молодежи республика. Самое главное, чтобы вы имели хорошее образование, хорошие условия, хорошую работу. Я думаю, думать даже не надо. Здесь вы оказались, во-первых, и вуз очень нужно сегодня, очень востребованный. И вы как кадры нужны для наших предприятий. Раис посетил Нижнекамский педагогический колледж. Здесь тоже провели капремонт. Глава района Рамиль Мулин доложил Рустаму Минниханову: в колледже кластерный подход к обучению. Здесь будут готовить специалистов для конкретных предприятий. Алена Струминская, Марат Саидгараев, ТНВ, Нижнекамск. В 17 школах Казани ученики в этом году будут обедать в новых столовых. В них прошла масштабная реконструкция. Республиканская программа стартовала еще в 2019 году. За это время современное оборудование и новая мебель появились в 120 школах, а столовые начали называть ресторанами. Отразилось ли это на качестве еды? Получилось ли уменьшить коэффициент несъедаемости? И как решают вопрос с кадрами? Репортаж Вероники Гайнудиновой. Мешала на врача, скажи. Да. Да, какая здесь была атмосфера, помните, парилка. Этим летом столовую 83-го лицея Казани капитально отремонтировали. Заменили систему вентиляции, сети электро- и водоснабжения, канализацию. Приобрели новое кухонное оборудование. Появились новые плиты, посудомоечные машины, мебель, посуда. Здесь сложные блюда, типа плов, жаркое, рагу. Как обновили столовую и чем будут питаться дети? Перед учебным годом проверил мэр Казани Ильсур Медшин. Он осмотрел пищеблок, оценил дизайн обеденной зоны и ознакомился с меню. Детей много, не успевали, потому что кухонных поваров не хватало. В лицее учатся 2700 ребят. Это одна из самых больших школ Казани. Чтобы успеть всех накормить, работу начинают в 6 утра. С этого года в коллективе пополнения пришли 2 повара и кухонный работник. Обновленная столовая. У нас теперь все новое. Оборудование, кухня, зал. Вот, наверное, к этим мы привыкли
сотрудников. В 171-й школе больше внимания уделили инженерным сетям. 6 лет назад здесь был косметический ремонт, но коммуникации обновляют впервые за 20 лет. Окна поменяли, потому что было очень холодно. Вентиляционную систему поменяли, потому что очень было душно. Пищеблоки все поменяли, плитки новые. Где у нас мойка? Там тоже у нас был ремонт. Масштабный ремонт прошел в 17 школах Казани. Все по республиканской программе. Реконструкция столовых началась в 2019 году. По решению Рустама Минниханова на это направили 1 700 000 000 рублей. Мы наконец-то эту штангу подняли. Все 184 школьных ресторана Казани капитально отремонтированы. И вот единый стандарт. Я хорошо помню наши ощущения. Это вот для меня лично неподъемная глыба была, как и для моей команды, потому что ни ресурсов, ни опыта. Мы прошли большую дорогу, и вот сейчас в таком состоянии все наши школы. Жалобы на качество питания еще остаются. Где-то еда остывшая, кто-то отказывается есть рыбу. С 2021 года в школах родительский контроль. Очень часто соли мало, соли много. У всех разные вкусовые предпочтения. Вот такого может быть характера. О том, что еда холодная, эти жалобы тоже сведены на минимум, абсолютно. В прошлом году у нас были предложения убрать рыбную котлету, оставить рыбную котлету. Или, например, было предложение, почему так мало фруктов, задавали вопрос. Да? То есть у нас сегодня в школьном меню только яблоки и уже в сезон цитрусовые. Дело в том, что остальные фрукты не выдерживают. Дефицит кадров в столовых – еще один горячий вопрос. Зарплата 25 000 рублей привлекает немногих. Ситуацию решили изменить через доплаты поварам и дополнительные ставки для кухонных работников. Действует акция «Приведи друга». Так, за прошлый год удалось привлечь почти 400 человек. С этого года за приведенного сотрудника платят по 20 000. Вероника Гайнудинова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Рейтинг татарстанских школ, где ученикам дают лучший старт в будущее. Изучив результаты ЕГЭ и конкурентоспособность выпускников, интернет-газета «Реальное время» составила топ лучших гимназий и лицеев. Сегодня из Казани в Курскую область отправили 3-ю партию гуманитарного груза. Это продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежда и другие вещи первой необходимости для пострадавших от ВСУ соотечественников. Конвой состоит из 2 фур с 35 тоннами груза. Гуманитарную помощь собирают по поручению Рустама Минниханова. Также открыт специальный счет в благотворительном фонде «Акбар Созидания». На экране указан QR-код, его можно считать через камеру смартфона. Также на экране реквизиты для перевода денежных средств. Татарстан, он всегда является передовым регионом, который максимально старается не оставаться в стороне от трагедий наших с вами сограждан и помогают в данном случае вот как раз Курской области. Все, что мы отправляем, согласовано с правительством Курской области. И также мы понимаем, так как не первый год уже отправляем гуманитарную помощь, мы понимаем, что может быть нужно людям, которые пострадали. В Чистополе готовят к открытию новую пассажирскую пристань. Сегодня ход работы оценил Райс Республики. Сюда он вернулся спустя месяц. Уже возведен пассажирский павильон. Завершается благоустройство территории. Идет строительство причальной стенки. Пассажирская пристань будет выполнять сразу 2 функции. В период навигации принимать теплоходы. После завершения здание используют как подростковый клуб. Здесь оборудуют детскую и спортивную зоны. Идею совместить пристань с общественным пространством Рустам Минниханов озвучил во время прошлого визита в Чистополь. Сегодня ему рассказали об истории объекта. Здание очень сильно связано с историей. Ему уже 150 лет, на самом деле, в этом году, 1874 года. Его построил очень известный Ишан Богослов Мухаммад Закир Камал. Сегодня в Казани стартовал 10-й Всероссийский форум национальных СМИ. Участниками стали 300 делегатов из 33 регионов. Журналисты и руководители изданий приехали изучить лучшие практики и обсудить роль масс-медиа в сохранении культуры и традиций народов России. Актуальные тенденции информационной войны, этноконфессиональный фактор, этнорелигиозная стабильность – это темы дискуссии Конгресса. Сегодня делегаты из Чечни и ЛНР посетили наш телеканал и изучили опыт национального медиахолдинга Татарстана. А также позволяет и прямого эфира. Руководители СМИ из Чечни и Луганской Народной Республики первыми увидели новую виртуальную студию ТНВ. Так, благодаря современным технологиям, ведущие смогут оказаться в самых диковинных местах планеты. В студии будут появляться и громадные герои репортажей. Все возможности виртуальной визуализации уже скоро оценят зрители ТНВ.
Сейчас начнется проработка моделей. Это позволит нам отказаться полностью от картонных декораций и перейти на современные технологии формирования визуального изображения, особенно студийных комплексов. То есть в одной маленькой комнате можно сделать гигантский замок, и он будет очень похож на настоящий. Гостям показали, как работают отделы и редакции телеканала, зашли в большую и новостную студию ТНВ. Здесь же пишется информационно-аналитическая программа «Адымнар». Она выходит один раз в неделю по субботам на татарском языке. В июле ТНВ и ГТРК Грозный заключили соглашение о сотрудничестве. Как рассказали на чеченском телеканале, постоянно выходят новые рубрики. В ближайших планах создания цикла репортажей о жизни татар Чечни. Например, прошлый год был объявлен годом чеченского языка, а нынешний год – это год истории. И под каждое такое направление мы вводим новые рубрики. Но в связи с тем, что у нас очень актуальная тема специальной военной операции, буквально только в этом году мы сделали специальную студию, такую военную. И мы хотели бы показать жителям и Татарстана, и всей нашей страны о том, как живут татары в Чеченской Республике. А живут они, сохраняя свои обычаи, традиции, культуру. Национальными песнями и танцами гостей встретили на детском татарском телеканале Шаян ТВ. Здесь дети – главные герои всех программ. Сейчас совокупная аудитория более 15 миллионов. Потряс детский канал, потрясающая виртуальная студия. И, конечно, очень тронута теплом встречи. Гости посетили Болгар Радио СЫ. Здесь все эфиры теперь транслируются в интернете в видеоверсии. Одновременно мы можем принять 8 спикеров в нашей студии. Также здесь мы проводим концерты, живые концерты с онлайн-трансляцией. Сейчас в ЛНР у СМИ новый виток развития. Журналисты рассказывают, как идет возвращение к мирной жизни. Свое представительство работает у ТНВ. У Татарстана 2 подшефных города – Лисичанск и Рубежное. Мы сейчас говорим не только о себе. Вот этой малой части Великой России мы говорим обо всей России и о себе в этом составе, в этой огромной части. Это как островок в море, но он принадлежит ему. Взаимодействие, конечно же, с другими регионами у нас постоянно. Вот телевидение наше, Луганск-24, заключило там определенные договоры. Они работают с федералами. Очень много проблем обсудили и поняли, что у нас очень много схожих и задач, очень много схожих технологических решений. Но кто-то в чем-то продвинулся. У нас есть виртуальная студия у Чингиза Айватовича, очень серьезная студия, которая занимается телеграммом, занимается сетями. То есть, вы понимаете, у нас очень близки друг к другу и по духу, с чеченским каналом мы близки по духу, и по тому, что у нас 2 прекрасные республики. Луганское телевидение только недавно начало так развиваться. То есть, у нас огромная возможность обменяться опытом и огромная возможность сообща помогать друг другу расти. Форум национальных СМИ будет идти 2 дня, состоятся пленарные сессии и целая серия тематических семинаров. Журналисты из разных регионов примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики. Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. И сегодня участники форума посетили Дом дружбы народов, им рассказали о его истории и работе сейчас. В 1992 году при участии президента Татарстана Ментимера Шаймиева состоялся первый съезд народов республики. Была создана Ассамблея народов Татарстана, и в 1999 году открылся первый Дом дружбы. Сейчас в республике проживают представители 175 национальностей. В городах и районах работают 13 домов. Здесь открыты воскресные школы, детей учат родным языкам, проходят занятия творческой и национальной самодеятельности. Мне очень приятно и большое спасибо организаторам. Мы уже 2-й раз сюда приезжаем, мы и в 2022 году здесь были и с удовольствием вернулись. Нас замечательно встречают. Огромное спасибо. Очень нравится, много экскурсий, много полезного узнаем для себя. Хотим бывать здесь много раз. У нас общие проблемы, общие задачи. И такие форумы, они позволяют находить общие решения. Не зря же говорят, 1 голова хорошо, а 2 лучше.
В пятницу, в День Республики, наш телеканал покажет эксклюзивное интервью с председателем Госсовета Фаридом Мухаммедшиным. В проекте «7 дней плюс» глава парламента расскажет, какие ключевые законы принял Госсовет 6-го созыва, насколько эффективно он отработал пятилетку с учетом вызовов нового времени в период пандемии, СВО, санкций, принятия исторических поправок в Конституцию страны, а также о том, в каких условиях писалась Конституция Татарстана в судьбоносные 90-е. Эти судьбоносные годы, как часто их вспоминать? Какой день, какой час, возможно, какую-то минуту? Проголосовали с прибавкой, приставкой разрешить Мухаммедшину выехать, но право подписи не давать. Эти годы, эти дни я, конечно, вспоминаю с тревогой. Посидели мы там. Это через сердце пропущенные. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс «Алтын-Яр». Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. «Алтын-Яр». Гармония комфортной жизни. 216 68 68. Лето заканчивается, скидки продолжаются. 28 и 29 августа минус 40% на декоративную косметику в магазинах «Улыбка радуги». Анализ на холестерин по 119 рублей в Гемотест. Проверьте здоровье сосудов. Оцените риск атеросклероза, инфаркта и инсульта. Подробности на gematest.ru. Магазины Сернурского сырзавода приглашают всех сладкоежек. Где торт, там праздник. Только 31 августа и 1 сентября дарим выгодное предложение на торты. Встречайте учебный год вместе с магазинами Сернурского сырзавода. Ну почему опять я иду в аптеку «Фармлент»? У тебя счастливая рука, точно поймаешь удачу за хвост. В аптеках «Фармлент». Обменяй фишки на скидку до 99% от стоимости всего заказа в приложении farmlent.ru. Вот это я удачно в «Фармлент» сходил. Масло подсолнечное «Слобода» 107,90. Это победа. 30 август, көндізгі сағат 11. Халық бәйрәме, уйнағыз гармуннар. Камал театры қаршындағы майдан. Катнашалар Татарстан һәм Россиянең үзешчән гармунчылар ансамбльләре Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов, Акбулат, Илназ Бах, Гүзәл Идрисова, Ландыш Нимаджанова, Фәрит Таишев, Наил Сәгъдиев, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Татарстан Республикасы фольклор музыкасы ансамбле. Республика көнен бергә бәйрәм итик. Здравствуйте, Исянмысыз, в студии Динар Бодрудинов. Татарстан в ближайшие сутки остается под влиянием антициклона. Температура немного понизится и приблизится к норме. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Балтаси, Высокой горе и Кукмаре переменная облачность, дожди не прогнозируют. Температура днем плюс 23-24, ночью плюс 10-12 градусов. В Буинске, Тетюшах и Апастово переменная облачность без осадков. Температура днем 23-25, ночью 10-15 градусов тепла. В Чистополе, Мамадыше и Черемшане переменная облачность, дождей не обещают. Температура днем плюс 23-24, ночью 10-14 градусов. В Нижнекамске, Агрызе и Актаныше облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 22-23, ночью 11-13 тепла. В Альметьевске, Азнакаево и Бугульме переменная облачность. Температура днем составит 22-23 градуса, ночью 11 градусов выше нуля. Здесь тоже дождей не обещают. Погода в туристических городах республики прекрасно подходит для прогулок. В Свияжске температура днем плюс 23, ночью 12 градусов тепла. Переменная облачность без осадков. В Болгаре днем плюс 23 градуса, ночью около 14 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность, дождей не прогнозируют. В Елабуге температура днем составит плюс 23 градуса, будет переменная облачность, без осадков. Ночью 12 градусов тепла. В Казани будет малооблачно, дождей не обещают. Температура днем составит плюс 24 градуса, ночью 13 градусов тепла. Атмосферное давление остается высоким, оно составит 762 мм ртутного столба. Ветер северный около 3 метров в секунду, влажность воздуха 41%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде, берегите себя, всего доброго. Күннәрегезнең уңышлы булсын.